Добрый вечер, друзья! Я Петр Цепанин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Мы, как обычно, находимся в гастростудии у наших друзей в ресторане «Мусхая». И сегодня к нам в гости пришел Дмитрий Солопов, предприниматель. Дмитрий, приветствую и приятно познакомиться. Здравствуйте. Так, взаимно. Как вначале объясняли до передачи, у нас не кулинарная передача, у нас кулинарное ток-шоу, куда мы приглашаем гостей. Иногда просим, иногда заставляем их что-нибудь приготовить. С чем ты к нам сегодня пришел? Я смотрю, ты подготовился очень основательно. Да, ну сегодня мы будем готовить, значит, два блюда. Ага. Первое, да, два. Угу. Хорошо. Одно мясное, одно рыбное, да, скажем так, обозначим. Значит, для мясного блюда мы взяли грудинку. Так, вот она свиную. у нас. Да. Ага. Мы ее будем, значит, засолим. Засолим? Да, сало горячего посола. Горячего посола. Горячего посола. И взяли стейки. Красная рыба. Да, лосося. Лосося. Мы ее замаринуем. Японцы маринуют. Так мы ее... Чем мы хуже? Таким образом, да, замаринуем. Очень будет вкусно, я думаю. Вам понравится, потому что это два основных блюда, которые мы дома используем всегда моим. Значит, ты у себя в семье, значит, это готовишь? Да, у себя в семье готовлю. Ну то есть есть опыт, да? То есть это не в первый раз? Нет, это не в первый раз. Прекрасно. Интересные просто такие два способа, поэтому много, конечно, посолов всяких разных есть. Маринадов, но я для себя выбрал вот эти основные, которые понравились нам, моим друзьям и так далее. Поэтому семье, все друзья, то есть даже друзей готовишь? И я хотел бы, друзей угощал. Поэтому очень вкусно получается. Слушай, судя по всему, как ты это рассказываешь, да, я первый раз это слышу, что, скорее всего, ты готовить умеешь и любишь. Это мое хобби. Даже так? Так сказать, да. Как бы я люблю готовить, на самом деле, на кухне. Все, что вот, когда есть вдохновение, это, конечно, еще лучше. Да, когда уже вот так что-то горишь, так что-нибудь такое, да? Ага. Но обычно, как бы, в будние дни всегда готовлю тоже дома я, потому что супруга у меня тоже предприниматель, вот, и у нас есть, как бы, такие определенные обязанности. Дома, да? Ну, то есть прописали в брачном договоре, что... Прописывать не прописали, но основные есть. Как бы так получилось, гладит она, готовишь ты. Но не всегда, да. Когда я занят, она готовит, конечно. Ну, понятно, да. И очень вкусно. Просто попытался пошутить. Вкуснее. Так, давай, передача не такая уж длинная, да, вроде как бы 45 минут это много, да, но нам нужно успеть. Успеем? Хорошо, успеем. Начинаем. У нас получается, мы сейчас в первую очередь я хочу преподнести подарок вам. Вау, это круто! Тем более Новый год же, друзья. Да, от фирмы Tupperware. Это посуда. Мы сами с супругой дистрибьюторы фирмы Tupperware. Я знаю эту фирму, хорошая фирма. Да, она 46-го года. Скандинавская какая-то, да? 75 лет, в прошлом году было ей. И она не скандинавская, Соединенные Штаты Америки. Да, простите, пожалуйста. Да. Ничего страшного. Перепутал с Икеей тогда, видимо. Возможно. И получается, что, да, это всемирно известная бренд. 75 лет, да. Да, известный бренд. Вот, они выпускают посуду. То есть ваш бизнес предпринимательский именно вот с этой фирмой связан? Да. Хорошо. И с 21 года мы являемся дистрибьюторами здесь, в городе Якутске, в республике Саха-Якутия, то есть. Круто. Круто. Вот. И мой подарок это... вот он стоит, да? Да, можно? Да, вот это, да? Нет, вот это. Вот это, да. Вот эта посуда, да, это вот один из бестселлеров. Так. Посуды фирмы Tupperware. Это зерноварка. То есть мы... Зерноварка. Да, пока мы все здесь делать будем, основные блюда наши, которые я обозначил два, мы сварим рис в этой зерноварке в микроволновой печи. Вот возьмите в руки, это пластик, но мы поместим ее в микроволновку. Ну, то есть она как бы предназначена для этого и выдерживать? Да, она выдерживает температуру. Это подарок, я вот это сохраню. Это подарок, да, вашей студии.
Вот. Так, говорим, это в нашей студии, но подарок достанется ведущему. Ну, смотрите, да, это общий подарок на самом деле такой. Хорошо. Но ведущий будет в основном готовить, наверное, Да-да-да. с гостями. Хорошо. Поэтому будет использовать. Здесь нам нужно отмерить, значит, рис. Так, рис. Рис в контейнере тоже от Ты фирмы с собой Тапоэ. принес? Да, вот такой, ну, продукция. Это наша, сразу хотел показать. Посуда нужна, чтобы Рис. отмерить грамм 250. Да, Сколько, рис. сколько-то, да? Давай. Так. Так. Нам специально готовили весы. Ты Да. ровно по граммовке все готовишь, Да, конечно. Здесь необходимо по граммовке, потому что Шаг также влево, шаг вправо. необходимо будет воду добавить, Тоже по этому. да, в соответствии грамму риса. То есть, такая устоявшаяся технология получается. Да. Все ясно. На самом деле это очень быстро все. Вот, необходимо воду залить. Сейчас промыть рис. Чуть-чуть промыть сначала. Промыть надо обязательно. Давай, я промою вот здесь. Воду сливать, когда будете, Петр, необходимо будет вот эту крышечку положить, чтобы удобно было сливать. Вот она специальная, да? Наоборот. Наоборот. Вот так вот. Вот. Так, и... Можете потрясти и слить воду. Да. Вот так. Ну, отлично. Я пока наберу воды. Так. Мне Сколько? нужна чистая вода. 500 грамм. 500 миллиграмм, то есть, да? Миллилитров. Да, миллилитров. Так, у нас чистая вода, наши друзья. Опа, давай вместе. Заливай 500. Я не вижу. Я вижу. Все, стоп. Есть 500. Вот, значит, получается, если 300, то надо 600. Ну, Так понятно, как в два у нас раза 250, да. Мы ее заливаем. Так. Ну, я обычно присаливаю немножко. Можно подсолить. У нас Соль. Да, у нас соль такая. есть. Немало? Не, нормально. Нормально. И вот эту крышечку белую обязательно нужно. обязательно. Это пеногаситель. Ну и, видимо, вот это нужно, да? И вот этой крышкой, да, Вот тут прямо инструкция есть. Вот. есть. Да. И книжка идет к инструкции. Так что здесь вы можете готовить и рис, и гречку, и Ну, понятно, горох. любые зерновые. Зерновые, да. Захлопываем и ставьте в микроволновку на 12 минут. 12. Да. На максимум. На 12. Раз она влезла, закрыли и 12 минут. Немножко будет шумно, но ничего. Да. Все, мы забываем про рис теперь. Вот. Ну, на Очень 12 удобно, минут. да. Теперь мы начинаем готовить, значит, нашу грудинку горячего посола. Ну, ты что-то Нам принес, необходимо... лук какой-то принес. Да, это не лук, это шелуха лука. Шелуха, ну. Да. Вот на нем мы будем делать отвар. Вау. Тут необходимо всего-то 3 горсти. Вот этого немного, да? достаточно будет, Достаточно. да. Что мне нужно сделать? Залить мне Необходимо водой, да? залить и прополоснуть. Полоснуть просто, да? Да. Так, ладно. Холодной водой. Да. Чтобы основную пыль, грязь всю смыть, это обязательно. Так, грудинка у нас есть. Мы ее сейчас взвесим тоже. Потому что в соответствии весу надо будет добавить соль. Так, а что тебе нужно? Сахар. Мне нужна посуда. Вот это. Да, чтобы Держи. ее замерить. А я пока луком занимаюсь. В ней же мы будем варить ее. Так. У нас получается 384 грамма. Вот. 384 грамма, да? Я 2 раза делал это. 2 раза, да? 2 раза. Хорошо промыли, да? Ну, я думаю, что да. Если плохо, то я могу еще раз. Так, эти вот лишние мы уберем. Это совершенно несложно. Вот. Так. Сейчас мы будем готовить отвар для грудинки. Вот. Значит, посуду мы берем вот эту. Основную мы ее уже, значит, грудинку замерили. Так. 80 грамм соли. Так, мы подготовили, идей. значит, Очень аккуратно. Смотри, не переборщи.
Ну, если что, уберем. Так. Опс. Да. Видишь, как точно получилось. Класс. Ну. И сахар ты говорил? Сахар, да, ложку сахара столовую, да. Мы соль добавляем сразу в воду. Ага. Сюда же добавляем лавровый лист. Одну штуку, парочку. Парочку, да. И сахар. То есть, если мы берем на литр 2 ложки, то на пол-литра чуть, даже на 400 грамм, чуть меньше столовой ложки, да? Угу. Чуть меньше столовой ложки. Сахар обязательно нужно. Так, это по рецепту. И добавляем... Вода, закипает. Да, мы добавляем перец, горошек. Это все на глаз. И добавляем вот на такое количество, на пол-литра примерно, вот горсть. Горсть, вот такую. Раз. Вода упала. Все, и она чуть-чуть сейчас отварится у нас. И мы уже будем закладывать. Да. Хоп. Да. Ага. Закладывать грудинку. И она вот получается там характерный цвет и вкус, да, горячего посола. Ой, никогда не видел такого. Не видел, я видел, что в шелухе луковой что-то готовят. Да? Да. Интересно, вот я только вот это знаю. То ли яйца на Пасху, то ли еще что-то. Да. Чтобы цвет там добавить, или я не знаю. Это есть. Что-то в голове есть, но не могу вспомнить. Ну, не суть. Слушай, Дим, расскажи, пожалуйста, про себя между готовкой, да? Ну, наверняка телезрителям нашим интересно, откуда такой человек, ну, нифига там. Родом я с Саймиконского района, поселок Тамтор. Так. Вот. В семье нас 3 детей. То есть у меня есть брат, сестра. Я старший. Вот. Школу закончил в Аймиконе, поступил в институт физкультуры в ЯГУ. Вот. Фошник? Закончил, да. Вот. Ну и потом работал учителем в Табагинской средней школе. Вот вода закипела, Петр, грудинку можно уже опускать. Так. И засекаем примерно полчаса. Ну, примерно полчаса. Да, полчаса. Ну, мы за кадр уйдем, 30, потому что у нас, передача чуть-чуть 30-40 минут. Так. Вот. Она должна. Да, главное, вот, если она наполовину, ну, больше половины покрывает, как у нас здесь, да, то перевернем, да. Через минут 20 можно перевернуть и еще 20 минут поварить, да. Вот. Главное, чтобы она здесь у нас варилась. Так, немножко мне кажется, огонь, поменьше сделать. Я сделал уже. Уже сделал. Вот это будет нормально, да. Тогда мы приступаем к маринаду. 2 стейка. Они заранее уже подготовлены, да, я смотрю. Просто их надо будет сейчас в холодной воде промыть чуть-чуть. Это обязательно надо сделать. Спасибо. Так, пожалуйста. Вот. Получается, в Северо-Восточном федеральном университете я 2 года, с 2012 по 2014 работал директором студгородка. С 2014 года в управлении безопасности. Но потом оно было... Так, а управление безопасности чем занимается? Управление безопасности, оно отвечает за безопасность в университете. Да. Ну то есть как бы охранное предприятие свое, да, внутреннее? Нет, не внутреннее, там получается охранное предприятие, частное охранное предприятие с лицензией нанимаются. На вахтах у нас вахтеры, то есть у нас такой был порядок работы. Ну и до сих пор сейчас так. Вот. Их не вахтерами называют, это я вот говорю как по старинке, чтобы более понятно было, но там, получается, у нас структура такая была департамент по безопасности, в нее входит единая дежурно-диспетчерская служба, то есть объектов же много, необходимо постоянно необходимо мониторить, какое состояние по безопасности в объектах. Вот. Потом есть служба пожарной безопасности. Ну, само собой, но не все это в купе работают, да. Да. И вот как бы в службе пожарной безопасности тоже ответственность очень большая.
Вот. Структура, в общем, такая достаточно компактная, но эффективная. Вот. Раньше управление было, сейчас оно департаментом стало. Ну, то есть название поменяли и все. Да. Но суть осталась единая. Так, давай перейдем к более тривиальным вещам. Соль нужна мне. Соль, чтобы вот эти стейки мы промыли. Промыли, да, я промыл. Вполоснули. И необходимо присолить сейчас их. То есть вот в посуду насыпаем соль. Она у нас с кожицей. Пока мы не снимаем кожицу, оставляем. С кожицей же вкуснее. Так, пусть будет. Или это впоследствии будет. Мы снимем кожицу. И сверху тоже присаливаем и, значит, засекаем 30 минут, полчасика. Так. Хорошо, мы тогда уйдем на перерыв, а потом снова зайдем, потому что 30 минут у нас нет. Да, конечно. Да. Достаточно, да? Достаточно. Так, и оставляем. Оставляем. Хорошо. Дим, ответь на такой вопрос, да? Ты сейчас предприниматель, но до этого вот с ВФУ, да? Что должно человека в мозгу вот так поменяться, что должно переклинить, что ты сказал, все, до свидания, я пошел предпринимателем резко? Это же сложно? Сложно. Да. На самом деле... Что случилось? Ну, что случилось? Есть, наверное, в моей жизни несколько факторов таких, то, что повлияло, да, именно. Это в первую очередь, наверное, необходимость в свободном времени больше. Потребность появилась большая, потому что работа данная предполагала больше уделять время работе, нежели семье. Вот. Мы с супругой живем более 20 лет вместе. Да, у нас 3 детей. Круто, да. Вот. И старшему сыну 21. 21. Второму сыну 16. Он уже дети уже оканчивает, большие, скажем так. Будет тоже студентом. И самая младшая дочка. Дочка? Да, круто. Дочка, которая родилась в 2015 году. Блин, у меня 2 сына, дочки нету. Вот, видишь. Поэтому вот этот критерий основной, наверное, повлиял на меня, что мне вот сыновьям я уделял мало времени. Все время работал. Да. Вот, и так я далее. тоже не помню, как они росли. Но... Да, вот. Сыновья, конечно, это большое счастье. Это вообще дети, вообще. Но дочка для отца, ну, Петр, я вот желаю тебе, это вообще, конечно, это еще больше счастья. И когда я вот объяснял... Пусть эти сыновья не посмотрят эту передачу, ну ладно. Да, я когда некоторым коллегам объяснял, что у меня родилась дочка, я скоро, наверное, уйду с работы, хочу это то есть ты уже знал, заняться, чем-то другим. Получается, в бюджете, да, вот если ты в госструктуре, в федеральной структуре, если ты работаешь, то тебе необходимо отдавать все силы работе, иначе никак, вот, эффекта не будет. Минимум с 9 до 6. Да, а работать, то и больше. Допустим, так, на, как бы, на просто, неэффективно, это тоже не очень хорошо. Вот. Поэтому надо было ставить приоритеты четкие и выбирать из двух одно. Вот. И супруге, я тоже дал слово, что дочка родится. Что-то мы поменяемся. Я все-таки уйду с работы. Нифига себе. Потому что у нас, у руководителей очень сложная работа на самом деле в республике. Поэтому я, когда вот руководителей вижу, которые прямо вот работают, отдавая все, это просто восхищение, конечно. Да? Вот. Во благо общества работать. Хотя предприниматели тоже работают во благо общества некоторые, да? Я думаю, что мы больше даже. Вот, да. Мне так кажется. Может быть и так, конечно. Но вот те, которые вот в структурах федеральных и так далее, это очень сложно работать на самом деле. Но нужно призвание. Вот. А я вот для себя сделал выводы, может быть, это очень поздно, 40 лет сделал вывод, да? Но все-таки я выбрал эту сторону и решил с работы уволиться. Когда ты сказал эту сторону, как будто я перешел на темную сторону. Да, типа такого, да. Можно перевернуть, наверное. Да, 20 минут, кстати, прошло, почти прошло. Да, если вода полностью не закрывает, значит, продукт, то
мы переворачиваем. Ага. Вот. Так вот. Ложечкой можно подцепить еще. Нормально. Переверну? Перевернула. А, да? Хорошо. Да. Видишь, уже характерный цвет. Ну? Вот. Оно полностью сейчас пропитается этим отваром. Как копченое стало, да, почти? Да, да. Подкоптилось как будто. Да, подкоптилось, характерный цвет и вкус. Совершенно Будет. другой. Будет, да. Так, ну давай еще на камеру мы покажем. Давай, Семена, как у нас? Хорошо? Так, ну продолжаем. Итак, ты принял решение волевое, тем более супруге сказал, я пошел и... Но это не все, да. Ага, Там еще, не все. это как пазл, понимаешь, Петр. Там еще совпало то, что супруга моя, Лена Семеновна Солопова. Можешь передать привет. Да, я передаю привет, куда передать? Сюда, да? Любую камеру. Да, Лена, привет. Вот. Здесь получается то, что в 2020 году, после рождения дочери, она очень увлеклась Инстаграмом. Ну, вот. конечно, как все хозяйки, все увлеклись. наверное, да, Да. которые дома сидят. Ага. И, значит, наткнулась в интернете на посуду. Франшизу. Такую. Не франшизу, а типа именно бренд вот этот таповый. Заинтересовалась и заказала, кстати, вот эту же посуду, на которой мы приготовили рис. Так, Да. Кстати, мы посмотрим скоро, что там. хорошо. И первую партию она заказала в 2020 году. Уже на продажу. На продажу, да. И начала работать под дистрибьюторным центром Новосибирска города. Ну, сидя дома, ну, как бы, получается, это как бы заказы Да, и пошло. да. Ага. Так. Вот. И как бы здесь она нашла в городе Якутске девушек, которые ранее тоже занимались этим. Вот. Были тоже девушки, оказывается, это вот я сказал же, что с 46-го года аж эта фирма, Компания а в России 45 лет, 75 лет. да, а в России с 1997 года она. Вот. И некоторые даже пользовались этой посудой здесь уже в городе Якутске. Знали, что она крутая. Да, 15-20 лет даже вот срок такой приносят рисовать, то есть зерноварку вот эту, говорят, вот она совсем другого цвета, но она этой фирмы. Мы даже удивлялись, смотрели, действительно ли, действительно вот люди по 15-20 лет пользуются этой посудой. Ну, то есть сносу нет и... Да. И нам тоже качественная очень понравилось это, ну, супруге особенно, да, она прямо влюбилась в эту посуду и начала этим заниматься полностью. Вот. Соответственно, перспективу она увидела в этом. И в 2021 году уже видя обороты, компания Как Таповая, можно, куда можно расти, да? Ну. да, да. То есть перспективы в республике, компания Таповая вот решила открыть дистрибьюторный центр. Был конкурс. Даже так? Да, конкурс был на управляющих дистрибьюторным центром, официальных дистрибьюторов. И супруга меня попросила, говорит, давай мы тоже примем участие. Попытаем, да? А вдруг, да? Вдвоем. Ну. Вдвоем. Я говорю, ну я же никакого отношения не имею, тут в СВФУ работаю, и вдруг в безопасности, и вдруг посуда. Как говорится, я тут при чем, да? Да. И она говорит, ну просто если мы будем работать, то есть представимся как семья, то нас поддержат. Вот какая хитрая, да? Да. То есть поняла, что это как семейные ценности, Да. ну, то есть через скрипы такие зайти. Да, да. Ну, она и так человек такой пробивной, да? Предприимчивый, получается. Предприимчивый, но вот, и я еще раз говорю, она очень чувствует вот эти все тонкости. Конъюнктуру рынка. Конъюнктуру рынка, да. И вот уговорила меня, ну, я, конечно же, поддержал ее. Все эти годы она меня поддерживала тоже, и пришло, видимо, мое время. И я... Поддержать. Вот еще один фактор, который повлиял на то, чтобы я написал заявление, да? Вот. Ну, так скажем.
По собственному. Ну, да, интересная история, да, действительно. И что, как сейчас успехи? Ну вот с 30... подожди, а вы конкурс-то как, выиграли, получается? Да, ну мы прошли собеседование, несколько этапов собеседования. Даже несколько этапов, ничего себе. 3 человека было там. ФСБ, по-моему, поменьше этапов. Прошли собеседование, и в конечном итоге была определенная пауза такая. Мы тоже были как бы в ожидании. Но внутренне почему-то я как бы знал. Да, что ваше представление, что ваша презентация лучше. Супруга, да, волновалась, конечно, но я сказал сразу Лене. А ты спокойно спал? Я говорю, да, я-то спокойно спал. Что я буду переживать? Я сказал сразу, что, Лен, ну что ты переживаешь? Действительно, что... Они у нас в руках. Уже, да, я думаю, что дистрибьютором будешь ты. Да. Точнее, мы. Да, представители. Нас поддержали, потом пришел ответ положительный, что нас одобрили в качестве официальных дистрибьюторов в республике. И все, и пошли. И началось вот это вот. Сжатые сроки нам дали, чтобы мы нашли помещение. Открытый центр, да, чтобы там презентация, все ремонт стояло, провели полностью. Слушай, а по-моему же Tupperware как сетевой маркетинг, да? Хотя я... Это прямые продажи. Вот тот, кто пользуется ими, он может предложить. Вот. Если вы зарегистрируетесь, допустим, ну это к примеру я говорю, консультантом, вы можете дорасти до дистрибьютора, то есть до менеджера, потом с менеджера директор. Вот. И вполне возможно, что дистрибьюторный центр можете открыть. Да. Сам по себе могу продавать здесь? Да. Второй? Да. А сколько вообще центров здесь в Якутске? В Якутске дистрибьюторный центр один. Один всего, да? Там смотрят по количеству, по населению. Вот. Есть такие большие города, где дистрибьюторных центров 3-4 и даже больше. Ну да. Ну, то есть сколько может вообще население купить? Да. Ну да. Грубо говоря, если 15 лет пользуешься, ну одну купил и все, то есть на всю жизнь практически. Да, но там не только от населения, конечно, зависит, но и от оборотов тоже зависит. Вот. Вполне возможно, может быть, да, в будущем второй дистрибьюторный центр будет открыт здесь. Вот. Потому что интерес населения к этой, по сути, растет. Ну, то есть люди узнают и понимают, что она перспективно, качественно, ну, еще, как говорится, да, удобно, самое главное. Да. Потому что у меня самого есть немножко там от Tupperware. Ну, здорово. Да, я на охоту ее с собой таскаю. О, видишь. Да. Кстати, да. И она чем хороша, то что вот она пластиковая, и с ребенком, вот те, у кого маленькие дети, вот не боишься. У меня вот дочка, она со мной принимает полностью участие на кухне. Что ты начинаешь готовить, прибегает сразу. Папа, я тебе помогу. Что-то делает. Все, и не боишься за то, что она разобьет или что-то. Конечно, есть острые предметы, которые необходимо убирать. А в основном и с детьми заниматься очень интересно. И самому человек, который не умеет готовить, даже может готовить. Вот. Даже так? Да. То есть это очень просто на самом деле и быстро. Вот пока мы с тобой разговаривали, необходимо, если здесь рис стоял бы, надо было бы вот смотреть, замешивать, подливать воду, может быть, и так далее. А здесь вот вытаскиваем сейчас с микроволновки рис и смотрим тогда. Вытащим? Давай, Петр. Открывай. Эй, горячее чуть-чуть. Вот здесь 2 ушка. Вот эти ушки мы надавливаем на них. Открываем. Так. Вот. Вот все готово. Вот, показывай, смотри. Как это? Как японский рис. Да. Да. Один к один крисенький. Красота. А рис тоже, да, специальный какой-то? Или... Нет, это обычный рис, да? Это я специально... Краснодарский. Не специальный, точнее, обычный рис принес. Краснодарский. Во всех магазинах. Все ясно. Может, краснодарский, может... Ну, круто. Вот. Круто. Так что пользуйтесь. Да, отлично. Это можно, кстати, с красной рыбой. Да, сейчас мы засервируем и обязательно все попробуем. Хорошо. Прелесть передачи как раз-то и в этом, что готовим, а потом обязательно пробуем и съедаем все до конца. Просто вкусно. Просто вкусно, да. Просто вкусно, да. Сейчас мы подожди, ее откладываем, да, мы дождемся вот этого. Да, можем сейчас пока заниматься этим. Да? Наоборот. Наоборот? Наоборот, вот так вот. Чтобы ручки, все, понял. Просто так. И вот так вот. Пока отложим.
Так, у нас 30 минут. Да, немножко осталось дождаться у нас до грудинки. Да. А, еще боком ты хочешь? Да, можно так перевернуть ее еще. Не, реально, да. Копченая получилась практически. Видите? Ну, копченое это совсем другое, конечно, да? Ну, как будто, я говорю. Да. Ключевое слово как будто. Как будто, ага. А вкус на самом деле очень такой. От копченого уже много нельзя, на самом деле, да? Вот. Ну, считайте, и что не все копченые любят. Канцерогенное, все прочее Да, считается. да, но, да. да. А здесь вот сами купили грудинку, выбрали, да, на рынке или в магазине. Обычно вот у нас семья с 5 человек. Вот, конечно, 500 грамм это мало, потому что ее можно хранить в холодильнике да, спокойно. Да, ничего себе не будет. Ну. Вы ее сделали, да, она же как бы горячего посола. Вот. Про хранение это отдельно. Вот ее, допустим, сейчас мы отварили в отваре, и необходимо на 8 часов ее оставить в этом отваре. У нас вообще жестко сегодня по таймингу, да? 5 минут примерно осталось по того, что как мы это вытащим. Хорошо. Нашу грудинку. Что нам нужно сделать? Нам нужно приправу подготовить. Это чеснок и перец. Так, для грудинки. А ты говорил, что, по-моему, что-то с соевым еще что-то. А, это для рыбы. Параллельно будем, да, рыбу делать еще. Параллельно, да. Давай, ты будешь резать чеснок. Мелко. Да тут, в принципе, произвольно. Мелко надо. Петр, вот надавливаешь и начинаешь крошить. А, вот так, хорошо, все, понял. Мелко. А с рыбой как мы поступим? С рыбой, значит, мы сейчас промоем ее. Надо будет сполоснуть от соли. Вот полчаса мы выдержали. Сейчас необходимо ее уже замариновать. Чтобы замариновать, нам необходимо будет вот такую посуду пластиковую, да? Можно, ну, любую посуду. У нас сегодня такая. Значит, необходим соевый соус и водка. Крепкий напиток. Так, все, нам уже это подготовили. Давай, я тебе даю соевый. Ты сам смотри, сколько. Водку нам принесли. Принесли. Рыбу я давай помогу тебе промыть, да? Да, пожалуйста. От соли просто промывай, да, все. да. Хорошо. Держи. А я продолжу чеснок. Так, нам нужна будет салфетка. Вот после как промыли, да, необходимо Насухо, да? насухо ее Правильно. лишнюю влагу убрать. Слушай, ты же самый беконский, да? Да. Как к охоте относишься? Ну, положительно, конечно. В школьные годы, пока я оттуда уехал, я с отцом постоянно на рыбалку, на охоту, на рыбалку ездил. Вот. Ну, Лабынкыр, наверное, Все знаете. знают, но... Был, наверное? Нет. А, еще нет? До Лабынкыра еще я не добрался. Да, я охочу, в Аймиконе очень много, да, но... Ну, я раза 3 был там. Я уже лет 10, наверное, там не был в Аймиконе, честно сказать. Вот. Планирую в следующем году съездить. Как-нибудь добраться, да? Да, До родных мест. Ага. Сейчас мы снимаем вот филе с кожицы и маринуем в этой посуде. Хорошо. Она просто просохла уже. Этим ножом, да? Ну, я не знаю, я бы предложил бы этим, он еще острый. Якутский, конечно, тоже острый, но он больше похож на филейный. Выключаем? Давай, ты можешь снять Время- с огня. время Время у нас уже ровно. А, все. 40 минут, мы же уходили на паузы. Сюда поставим его. Пока оно остывает, мы сейчас... Так, и вот так. Она должна пойти. Да. Красота. Так, Да. я убираю. На самом деле, даже как бы из кожицы в Японии, оказывается, делают салаты и так далее. С кожицы? Да. Ну, кожица вкусная, как ее жвачка, как жвачка. Я люблю. Да. Ее прожаривают Даже и в салат, как чипсы, да, добавляют. отдельно, да? Мгм. Японцы, наверное, вообще все на пользу Да, относятся. да. У них так. Безотходно. Безотходное производство, да?
Так, теперь маринад, значит, очень несложный. Соевый. Поварешка нужна нам будет. Поварешка большая, маленькая? Нам предложили вот такую. Нет, маленькая. Нет, вот эту, ага. Вот это пойдет. Маленький поварешка. Да. Пробовать. Я не в первый раз пробую здесь. Я уже пробовал, поэтому... А уже делал, да? Да, в связи с тем, что вот саке, оно градус поменьше. 2 раза меньше, по-моему. Да, даже больше. 17 градусов. Саке добавляют маринад такой, значит, 1 к 1. То есть поварешка саке, если саке, то есть соевого соуса столько же. А здесь мы сделаем, наверное, где-то... Да. Но мне кажется, одной поварешки хватит. Вообще всего. 1 на 1,5. 1 на 1,5. 1 даже к 2 можно сделать. Ну, можно так даже, да. Вот. Заливаем водку. Так. Вот. И маринадик. Да, и еще половиночку, да? Да, ага, вот так. Угу. Так, убираем, как нам будет мешать. Все, маринад уже готов. Больше ничего сюда добавлять не надо. И вот лосось нашего отправляем в филе. Маринад. Он здесь. И это там маринуется. Да. Чеснок. Это для другого? Время 2-3 часа. 2-3 часа. 2-3 часа, да. Это у нас для грудинки. Здесь больше ничего не надо. Через 2-3 часа мы вытаскиваем. Вот в таком маринаде уже в холодильник сейчас ставим. Через 2 часа вытаскиваем. Все. Его можно в последующем, значит, как хранить? В полиэтиленовый пакет и в морозилку. Вот. В морозилку, если можно, 2-3 месяца спокойно хранить. Ничего не будете? Да. 2-3 месяца. А в холодильнике 5 суток спокойно тоже. До 5 суток хранения. Можете ее и на пару, и в микроволновке, и так кушать, и да, сашими ну, то есть, делать. Получается, полуфабрикат, который раз и вытащил, в любой момент может забацать. Ясненько. Занимаемся грудинкой теперь, да? Давай. Вытаскиваем. Да. Время кушать. Время кушать как раз, да, у нас. Так. Ва! Цвет такой. Цвет, конечно, да. Вот мне разрешают фотографировать? Можно, да? Мне разрешают только. Полотенце тоже Полотенце, пожалуйста. надо. Теперь нам необходимо вот, значит, просушить. Мы вот, значит, влагу основную убрали. Тряпочкой, да, салфеткой. И нужен перец черный. И перец черный мы этот возьмем. Да, вот этот возьмем сразу. И прямо делаем втирание. Да, массаж. Такой вот, кулинарный. Кулинарный массаж, ну. Да. Вот так тоже надо сутать. Вот. Я обычно, значит, храню в бумаге. Пергамент. Да. В нее заворачиваю в пакет и в морозилку. Рекомендуется ее охлажденное, не замороженное употреблять, а охлажденное. Вытаскиваете с морозилки в холодильник. Да. Он постепенно размораживается, и его уже употребляете. Ну, то есть получается такая классная закусочка. Очень, да. Очень классно. Вот, особенно те, кто вот охотится, на рыбалку ездят, вот такую закуску, если взять, то с хлебом, с луком, ну, можете целый день работать после нее. Да. Позавтракать. Да, калорийные, конечно. Да. Король вечеринки будешь. Я говорю, это практически мужское блюдо, а вот это женское. Так. Да, сегодня как бы так получилось. Инь и янь. Инь и янь. Да. Мы же сегодня японское же, да? Сегодня немножко как бы тему увлеклись. Да. Итак. После этого уже можно сразу употреблять. Да. Да, ну или заморозить часть и так далее. Я предлагаю все-таки потребить, да. У нас есть рис готовый. Да. Я могу дать тебе тарелочки. Давай. Сервировать, да? Ну, то есть мы это порежем, да? И... Аккуратненько.
Как говорится, всегда все делай хорошо. Плохо оно само получится, да? Да. Да. Получилось, да? Нормально. Отлично. Не, ну действительно, рис сварился сам по себе вот так, да? Чук, крисенько-крисеньки. Да. Ой. Так. Так, давай это отложим. Так. Нож острый, действительно, хороший. Сам точил сегодня утром. Кстати, у нас точилки тоже есть специальные. Сюда мы положим грудинку, а сюда мы положим рыбу. Да, и хочется вот так сделать чуть-чуть. Ну не будем. Да. А я пока за вилками. Как раз. Тоже определенный характерный цвет уже Приобрело. за счет соевого соуса, да? Что-то легкое хочется, да? Вот. Не замысловатое. Смотри, я как украсил. О, кстати, да. Это здорово. Тоже вот так чуть. Так, фоточку можно обязательно сделать. Все у нас готово. Да. Вооружаемся вилками. Что ты хочешь попробовать? Я, наверное, рыбу. Рыбу. Давай тогда я вот это попробую, потому что я никогда это не пробовал. Ну что, друзья, бон аппетит нам. Спасибо. Да, бон аппетит. Приятного аппетита. Действительно, какой-то этот. Ну как? Отлично. Если она будет еще охлажденной. А как рис? Тоже необычно. Рис напоминает японский реально. Да. Ну да. Вот с лососем вообще шикарно. Предполагаю. Попробуйте. Попробую. Это супер. Да, лосось тоже попробую вот так. Соли столько, сколько нужно. Вот. Поэтому, когда его уже можно готовить вот на пару, жарить и так далее, соль уже не применяешь. Ну а мы потихоньку на этом заканчиваем. Дим, спасибо тебе большое, что согласился прийти к нам на передачу и приготовил вот такие замечательные еды. Я вот вообще не предполагал. Думал, зачем ты шелуху принес, да? А сейчас смотрю, ну вот классно, короче, да. Я хочу дать тебе немножко слова, как говорится, поле чудес. Пожелания нашим телезрителям, может быть, друзьям привет, супруге, родным, близким. Всем, точнее, нашим телезрителям Да. передаю огромный привет. Всех с наступившим 2022 годом, годом тигра. Вот. Желаю, чтобы в этот год успех был, значит, больше, чем в 2021 году. Здоровье, значит, было крепким. Было все, чтобы у них в семье положительно, чтобы те планы на 2022 год, которые поставлены, были исполнены. Вот. И чтобы ваша передача процветала. Спасибо. Чтобы ты, Петр, значит, пробовал разнообразные блюда и угощал. Да, ребят, которые здесь работают с вами, коллектив весь, тоже процветания. Вам успехов в новом году. Спасибо, Дима. Спасибо еще раз, конечно, за отличный подарок, да, который мы уже опробовали. Реально вот работающая штука. А я Петр Цепандин. На этом потихоньку прощаемся. Программа «Просто вкусно». Канал Якутия-24. Всего доброго, друзья. А мы не прощаемся с тобой. Мы продолжаем потребление наших продуктов, которые вообще просто вкусны.